Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как вы видите, Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришла Лариса Соколова. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, это прозвучит банально. Да, я даже не знаю, как представить Ларису. Спортсменка, комсомолка, красавица, парикмахер, тангер, директор мафии и все дальше, саббордер. В общем, все что угодно, да, я думаю, мы об этом все потихоньку, постепенно проговорим, да, но первое, то, что я всегда забываю сказать своим гостям, спасибо, что принимаете участие в нашей передаче, приняли наше приглашение, и чем вы к нам сегодня пожаловали, что будем готовить? Ну, у меня так не было много времени, чтобы выбирать, Да. поэтому я решила такое самое простое блюдо. Обычно я так сыну готовлю утром вместо завтрака, выходные. Принцип киша, но без теста. Принцип запеканочки. Основа яички у нас, овощи, бекончик, сыр. Ну, сделаем вкусненько, простенько и быстренько. Просто вкусно. Да, просто и быстро. Просто вкусно должно было читать. А почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, когда мне сказали, нужно быстро, просто, вкусно, ну, я так как еще отношусь к диетологии. Да, кстати, да, вот я забыл сказать, вы же еще и диетолог. Я всегда продумываю, что здоровая пища должна быть в первую очередь. И естественно, что... Ну, то есть она попадает под те каноны, которые сейчас, ну, вот, при позициях, как говорится, ПП. Правильное питание, еще и супер ПП. Нет, я совершенно против ПП. Так, да. Я не поддерживаю именно ПП в том варианте, который пропагандирует у нас в России. Потому что немножко извращенное понятие. У нас очень много ограничили ПП, убирают жиры, убирают углеводы. У нас для организма нужны источники энергии. Все нужно. Все нужно, но основа все-таки, источник нашей энергии – это жир, и многие этого не знают. У нас почему-то идет акцент на углеводы. Но будет правильно сказать, что вы тому, что вы кушаете, что потребляете, это относитесь трепетно, щепетильно и выбираете? Очень. 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 У меня Ну, то есть полностью здоровое питание. Да, то есть есть продукты, которые вы вообще напрочь никогда. Да. Ну ладно, об этом тоже поговорим. Хорошо, с чего начинаем и сколько времени нам потребуется? Ну, мы сейчас пока начнем готовить овощи. Я думаю, в общем сложности мы минут за 20 уложимся. Должны уложиться. Да. Да, ну хорошо. И я еще хочу потом в конце такой десертик сделать, который я придумала сама. Кофе. Да, вы мне Эксклюзивное вчера кофе. рассказали, я такой, как? Да, было вот такое. Капучино без молока и сливок. Без молока и сливок, да. Ну это не капучино, хорошо. Ну, оно по вкусу, это, знаете, такой вкус волшебный. Вы любите безе? Безе? Ну, не сказать, чтобы я фанат, да, но я ел. Ну, вот будет вкус безе. Будет вкус безе, да. Хорошо, давайте приступать. И первый вопрос, который я всегда своим гостям задаю, режиссер почему-то всегда против, да, мы эту рубрику называем «Как я дошла до жизни такой». Кто вы, откуда родом? Немножко, пожалуйста, визиточки о себе. Ну, родом я из Якутска. Моя родовая идет с ямщицких времен, с времен Екатерины нашей, которая... Ух ты, вы даже родословную изучали. Ну, конечно, я знаю свою родословную. Это круто. Мои да. все предки, они табагинские, ну, это дедушкина линия, а бабушкина линия у меня идет с Польши. Ну, так как мои предки в Табаге, они здесь, ну, как с основания Якутска, поэтому я коренная якутянка, как бы там ни было. Да, я даже не я коренной якутянин. Ну ладно, так, хорошо. И учились в Табаге? Нет, нет. я в Табаге никогда не жила, это мои предки там жили. Я-то чистая городская девочка такая. Выросла в Якутске, училась в 26-й школе. Закончила школу, поступила в университет. Какой? На матфак, наша ЕГУ. Да. Да. А почему матфак? Это же очень Я тяжело. очень любила математику. Вот у вас сейчас был преподаватель Да, кстати, математики, вот, да, и она как раз учила моего сына. А я сама очень такой специфичный математик. Как тут не сказать, что город у нас маленький, да? Да. Я очень любила математику, особенно геометрию, и поэтому я видела себя только в направлении математики, честно говоря, не понимала, кем я буду. Когда я начала учиться, я поняла, что это совсем не мое. И я ушла. Творчество. Да, творчество. А мне творчество, оно плясало, я пошла учиться на парикмахера.
Так, а это откуда? Ну, то есть уже любили? Или это авантюрно? У меня эта авантюра была еще со школьных времен. Там подружкам волосы подстригать прямо на уроке. Это вообще было всегда. Ага. Ну, Тайком, либо их с их И согласия? тайком, и с их согласия, всяко разно. Один раз тайком косу подстригла. Но у меня были родители против этого. Ага. Ну, как-то вот считалось, что Сказали, надо получить... легкомысленно, Да, надо зачем было всё получить это, да? высшее образование, надо было вот идти дальше по карьерной лестнице. А я не хотела, я хотела стричь. А, кстати, я еще пробовала на стюардессу там поступать в промежутках. Так. Опять же, романтическая профессия, Да, мне хотелось что-то такое романтики, куда-то лететь, куда-то бежать. Легкое все, да. Ага. Ну вот я выучилась на парикмахера, закончила с красным дипломом. Сразу после обучения. А это, извиняюсь, что за это учебное заведение? Это у нас 8-е училище тогда было в Мгм. Якутске. Мгм. На На матросов. парикмахере специально учили? Да, там учили на парикмахера, учили на швей. Ну, у нас категория была на парикмахера после 10 класса. Мгм. И я тогда вот закончила с красным дипломом, и меня сразу взяли в самый крутой салон города. Была Соль. А, И Соль, да, да, и на мы- проспекте. Да, это салон красоты. Я сразу начала там работать. Звезда салона была. Самая короткая юбка, самые высокие каблуки — это я. Так. Ага. 15 лет я там отработала. То есть стригли волосы? Да, я была мужским мастером. Мне почему-то мужчины оказались ближе. Давайте как-то резать. а то Да, мы не успеем. нет, вы можете как Юлий Цезарь, два дела А одновременно. давайте вот Если, вы если это вы хотите, я могу вам порежете, а помочь. это я порежу. Мы Да, будем я буду вместе смотреть резать. на вас и делать ровно как вы. Ну, хотя бы стараться. А мы просто тоненькими ломтиками порежем, чтобы оно запеклось. Вот так тонко, да? Правильно я делаю? Да, самое максимально тоненько. Максимально тонко. Но я могу миллиметр сделать. Ну и пока я работала сначала в Ассоле, потом пришли времена, когда надо было думать о чем-то своем, Мгм, и мы ушли из Ассоли. мгм. И Свое пришли- дело. Ушли в свое дело. Да, параллельно я была на конкурсах, на якутских, на всероссийских, на международных, парикмахерскому по искусству. парикмахерскому искусству. Да, а вы же абсолютно чемпионка Да, еще. я занимала места, я всегда была в призерах, и я всегда была на первых местах в Якутии, стала абсолютной чемпионкой в 2002 году. Также была на первом месте по Сибири и Дальнему Востоку, вошла в 5 лучших парикмахеров России в те года. М, В принципе, объездила много чего, у нас такая была хорошая команда. И потом меня уже пригласили в жюри, я была здесь в жюри в парикмахерском. Тогда вообще же это все было очень... Ну, Да, и сейчас тогда модно, это- и тогда Тогда это было только очень начинал. все развито, тогда я работала на имя, теперь имя работает на меня, как говорится. Мгм. Сначала работаешь на репутации, потом Да, репутация. когда я заработала себе имя, репутацию и клиентскую базу, я ушла в самостоятельное плавание. И И сейчас работаете с этой сейчас у коллекцией? меня просто свой мини-салончик со своей клиентурой, постоянные клиенты, которые ко мне приходят, со мной делятся. Из года в год. Я думаю, немного ли нам будет? Ну, смотрите сами, я не знаю. Так, мы наложили баклажаны. Баклажанчики. Баклажанчик. Да. И сейчас что Сейчас делаем? мы Айтала зовем, и чтобы он в духовку нам отправил на 250 градусов на минут 7-8. Хорошо. Дальше. Дальше давайте порежем бекончик. Мгм. Мы отдадим это Айталу, он добавит, Туда же, да? да. Про стрижки. Для меня это тоже такая, скажем, Щепетильная тема. ну, я же вроде как бы телеведущий и все прочее, да, сейчас я вот выгляжу, скажем так, несуразно. Меняются ли тенденции, как мужчины вообще, ну, считается, что мужчина должен выглядеть, ну, чуть получше обезьяны. Но при Нет, этом есть мужчины, которые следят за собой. Те, которые Тенденции очень публично. меняются. И люди, мужчины, они, кстати, более чем женщины, консервативны. Они Да, очень да. редко меняют стрижки. Мгм. И если человек уже привык к какой-то стрижке, его очень сложно переломить, да, чтобы он поменял свой стиль. И очень редко кто меняет свой стиль. И если, например, там, у меня есть клиенты, которые с 90-х вот стригли они эту площадку, вот их не переделаешь, нужно им эту площадку. Ну, хотите, Ну, делайте. стиль и все. Ну, да, без тем более, что публичные личности, например, да, я знаю, у вас такие известные люди, Да, которые у в меня городе. Да. очень много известных людей Да, ходит. они, ну, привыкли вот определенным образом выглядеть, и все. Они спокойны со мной, то, что они пришли, они знают, что я сама знаю, что с ними сделать. Они не заморачиваются. И, А экспериментировать
Как же? Экспериментируем, конечно, если человек хочет экспериментов, мы что-то делаем новое. Сейчас и очень много новых тенденций пошло. Вы же знаете, сейчас вот это барберы, что работа с бородой, выбривание вот висков. Да, это, конечно, все модно и интересно, но это временная тенденция. И все равно мастер, он должен владеть всеми технологиями, всеми Ну, техниками. чтобы человек что-то захотел, а вы имели Да, способность что-то Мастер сделать. должен изменить. работать в любом направлении, во всех техниках полностью. Мгм. Тогда он только будет мастером. А что-то новое вообще можно придумать? Ну, новое... Я знаю, что классические есть. Под канатку, на лысо, все. Зачем так плохо посмотреть? Давай под канатку. Понимаете, анекдот. каждое новое – это давно забытое старое. Ага. Всегда все повторяется. Когда я начала работать парикмахером, я начала заниматься спортом. Мгм. Ну, сначала это было просто как для себя, для удовольствия, там, поддержания компанию, фигуры. наверное, пошли, или Нет, как? я никогда не ходила за компанией, я всегда индивидуалист. Я всегда человек, который Ага. только делает все для себя. Я была сильно худая. Мне хотелось. Ну, вы сейчас, скажем так, ну... Нет, ладно. я была просто худая. Сейчас А. я оформленная девушка, а тогда я была просто худая. Так, ладно. И мне хотелось, естественно, Ага. попочки, ножек, Ага, грудь расправить. Так. Я этого достигла. ага. Мне это нравилось, я это фиксировала, и я это поддерживала всю свою А жизнь. куда вы пошли? Я на тот момент, это было сначала, Ну, какой вид я имею в виду? это бодибилдинг, естественно. Только бодибилдинг у нас формирует тело, больше ничего. Это единственный спорт, в который ты можешь прийти и поменять свою фигуру. То есть железо? Изменить. Да. Мгм. Ну вот я тогда пришла, сначала это был шанс, потом стал Спарта. Ну, сейчас я занимаюсь статики. Мгм. И продолжаете заниматься? Продолжаю, да, уже Ну, более круто. 30 лет. А вы еще и в конкурсах участвовали? Да, меня осенило в 44 года, что я хочу на сцену. 44 года, так не слабо, так. И я полезла на сцену, я здесь, в Якутске, тогда заняла 2 место. Ну, здесь, конечно, у нас маленькие конкурсы. Далее я поехала в Екатеринбург на общероссийский конкурс. Айтал нам подсказывает, что, по-моему, прошло Да, наш вот тайминг. это несете? Вот, поджарка. Так, Правильно? куда-то там надо поставить, чтобы не нагреть. Ага. То есть у нас будет слоями, да? Нет, оно не своим, мы сейчас перемешаем, чуть-чуть добавим маслица, чтобы у нас не прилипало. Кстати, жарю я только на сливочном масле. Чтобы лопаточки нет? про него не говорили, да? Сейчас объясню, почему. Мы вот забыли, прихваточку можно? Аккуратно Забыли там. смазать лист, сейчас А. его промажется. Ну, Дело в том, не подгорело, что нормально. любые масла, они горят. И сливочное, в принципе, тоже. Но я покупаю только 82%. Там хотя бы меньше молочных жиров, оно меньше горит. И, ну, конечно, в идеале было бы топленое, но у нас просто сейчас его нет с собой. Мгм. Ну, сливочно Поэтому я подойдет. взяла сливочное, оно подойдет. А подсолнечное масло, оно вызывает воспалительные процессы, оно горит. А на оливковое вообще жарить нельзя. Ну, сейчас еще бекончик сам по себе зажарится, он тоже даст натуральный жир. Отправляете? Так, и это опять же дальше идет в духовку. Да, в духовочку, ну, где-то минут на 5. Спорт. Ну и вот в 44 года меня заусило, что я хочу попробовать себя в бодибилдинге на сцене. Мгм. Фитнес-бикини. Поучаствовать. Да, Фитнес-бикини. Фитнес-бикини. Поучаствовала, вот, ну и потом поехала в Екатеринбург на общероссийский, заняла, по-моему, 8 место на России. Мгм. Пошла в десятку, это было очень престижно, притом в моей категории там было около 60 человек. Мгм. И я была не самая молодая в этой категории. А там же не ветераны именно, да? То есть все. Там у нас Извините, разделение пожалуйста. идет, по-моему, от 35, вот моя Ага. категория разделения, да, если не путаю, да, 35. Ну да, то есть лет на 10 моложе, то есть как бы Да. фору могут дать. Так-то. Все равно же, что бы ни говорили, спорт это в первую очередь для молодых в основном. Да, правильно? естественно, и там, почему, например, в моем возрасте уже сложно занять какое-то призовое место на таких соревнованиях? Естественно, что... Потому что организм реагирует по-другому, конечно, да, на нагрузки. Во-первых, то, что уже тонус кожи немножко другой. Да, да.
И для судей это визуально видно. Мгм. А там А, сушиться страшное же дело. Сушка это не такое страшное дело, как все боятся. Да Смотря ладно. как сушиться. Если правильно Да. сушиться, все не так страшно. Плюс, ну, к сожалению, вот как факт, на такие соревнования больше приходят люди через фарму, которые, ну, запрещенные вещества. Мгм. И- Стероиды. Да, и те люди, которые отказываются от этого, они никогда не займут призовых мест. Ну да. Ну, Даже Шварц признавался потом, что он, оказывается, Да, и что-то поэтому, там если делал. ты хочешь просто для себя, для души, как я это делала просто для себя, для души, и я не стремилась на Чтобы в призовые зеркало места. посмотреть и сказать, вау, красавица. Нет, я просто, что я красивая. Да, ну я и Мне говорю, не красавица, надо, вот, да, я да, вот да. красивая, я Да, да. девочка. Я девочка, всегда останусь девочкой, не хочу быть мужиком Ага. с мышцами. И я это делала, я этого добивалась, мне это нравилось, у меня куча поклонников, которые мной восхищаются. Меня это все это устраивает, я не хочу большего, и я понимаю, что нет смысла гробить здоровье, но оно того не стоит. Мгм. Ну, потому что спорт высших достижений, ты всегда чуть-чуть Да. наступаешь на здоровье, правильно? Да. Тем более с сушкой. Ну, сушка, видите, тут же сушка сушки рознь, кто как относится. Ну, профессиональные спортсмены и спортсмены, которые чего-то там пытаются добиться, они что-то одно пропагандируют, кто-то что-то другое. Я пошла третьим путем, я тогда нашла для себя способ идеальной сушки, это кето-питание. Я Мгм. сушилась на жирах. Мгм. Мой организм совершенно не страдал. Если вы знаете, что жиры, это наш и коллаген кожи, и поддержание здоровья, и мое здоровье никак не пошатнулось. Совершенно. Да, моя первая сушка была еще такая неправильная, зеленая, и я тогда сушилась. Просто как-то наобум мне сказали, надо так, вот ешь одну курицу и огурцы. Я там 2 месяца ела одну курицу и огурцы, куриную грудь. Конечно, я была вот такая вот сушеная вобла, здоровье там пошатнулось напрочь, но больше я так не делала. Мгм. Хорошо, про питание. Какое ваше любимое блюдо? Как вы вот сказали же, есть некоторые продукты, которые вы вообще Вы напрочь никогда. знаете, я сейчас живу по такому образу жизни, что я живу не ради еды, а у меня еда ради жизни. Поэтому я не акцентируюсь на еде как на удовольствие. У меня это прошло давно. М, Я... Чуть было не сказал, мне вас жаль. Шутка. Нет, я ем, Ага. уже просто осознавая, что это вкусно, полезно, но у меня нет пристрастий. Мгм. Наверное, единственное блюдо, от которого я не могу отказаться, это сыр. Я использую везде. М. Вот просто, ну, такой Хотя считается, что немножко- жир высоким содержанием жиров не очень. А я же на там, жировом питании уже 7 лет. Да, нормально, да? Я же говорю, как я 7 лет назад летела в кето тогда на сушке, так я Ага. до сих пор и Значит, живу. вы, скорее всего, исключили углеводы. Какую-то Углеводы я полностью исключила. Ну, Ага. иногда в редких случаях я там себе немножко Кексик, позволяю. тортик. Нет, Ну, нет, кексик, нет, да. кексик нет, точно, тортик тоже нет. Так, могу сырничек иногда там пару штучек съесть, но это в редких случаях. Ну, это все так вот. Если я 2 раза в неделю поела, то достаточно, не больше. Есть топ блюд, которые вы можете рекомендовать. Нет, продуктов, которые можете рекомендовать всем. И Мясо, для себя. мясо, Красное, рыба, любое. любое мясо, которое содержит жиры, не куриная грудка. Мгм. Все, что где натуральное мясо, и, естественно, это не курица, которая переколотая там. Тем более у нас на неизвестно чем. севере. Ну, Да. как без мяса, У да? нас же ребятина, это просто Да. идеал. А дичь, Да. оленина, да вы Да, что? да. У нас просто кладезь витаминов в наших продуктах. А Нет. наша северная рыба, Да вообще как. да она идеальная. Она просто. вкуснее не бывает ничего. Да и Согласитесь. вкуснее и полезнее ничего Да. не бывает. Снова подходит. И у нас то время, когда уже... Да, чем вот удобно такой процесс готовки, у тебя постоянно что-то жарится, а ты просто добавляешь. Нету Это так- мы добавили смесь перцев. Да, мы сейчас Сладкий добавим. и, я так понял, острый, да? Это, да, болгарский и острый. Ага. Полуострый, Полуострый. Не сильно. не сильно. Лопаточка чуть-чуть мягкая. И снова в духовку. И снова в духовочку. Хорошо. Спасибо, скажем, Айталу. И ждем какое-то время. Да, сейчас Так. 5 минуточек и... 5 минуточек. Да даже 3. Сейчас Три. помидорку добавим.
И помидорку сверху. Хорошо. Мы остановились на топ-блюд. Мясо наше, рыба. Мясо, рыба, яйца, сыры. Ну, это основа основ. Естественно, все травы и все овощи, которые растут над землей ближе к зеленому цвету. Огурец. М? Огурец, капуста. Ну, огурец это чистая вода, Мгм. там особенно полезно. Но капуста, баклажаны, кабачки, перцы, брокколи. Именно вот зеленые, да? Ну, ближе к зеленому Ближе. цвету, потому что, например, вот помидор мы режем, мы же все знаем, что это не овощ, что это ягода. Ну, Там как бы да. Высокое, Как, как оказалось. высокое содержание. еще надо будет? Не, хватит одного. Хватит, да? Высокое содержание сахара. Ну, не в больших количествах, он нам не повредит. Помидор всегда дает хороший вкус, и он полезен, особенно для мужского здоровья. Пойдет, да? Давайте это тоже соединим вместе отсюда. Оп. Якутской кухне как относитесь? Но я считаю, что якутская кухня – это вообще просто полный кладезь витаминов и все то, что нужно для организма. Мгм. Так как, ну, я же уже сказала, что у меня основа питания – это кето-питание, это жиры. Якутская кухня, рыба наша и наше мясо – это как раз наша основа питания, жиры. А это мы уже начали что-то другое, да? Это мы сейчас заливочку будем делать для нашей запеканки. Так. Берем яйца. Хорошо. Давайте теперь про то, что для меня очень интересно вчера стало. Что такое мафия и как вы к этому пришли? Ой, мафия – это вообще отдельная тема моей жизни. Сейчас Да. я быстренько взбью. Давайте. Можно соль. А я не принес соль, да? Я 3 года назад пришла в клуб «Мафия». Я, естественно, знала, что такое мафия, что это такая игра. У меня сын. Да, такой. давайте нашим телезрителям объясним. Мафия – это то, что город Это спит, просыпается. Вот это. интеллектуально-развлекательная игра, да. Это когда-то было придумано в 1986 году нашим студентам. И эту игру использовали для обучения студентов на вот, психологических вузах. Ну, это... Вообще мафия, она очень сильно развивает коммуникабельность, внимательность, общительность. Да, вот, человек, который приходит в мафию, он начинает владеть своим словом, он умеет разговаривать, он умеет мыслить, ставить свои логические вот эти позиции. Очень хороша для тех, кто в жизни, кому нужно уметь врать, а он не может. Тут тоже научиться нужно. Мгм. Например, я такой человек, который я в жизни не вру. Мафия, если могу это позволить, искусно. А это надо? Иногда. Иногда надо. Ага. Ну вот, Так, если... Айтал нам несет. Сверху помидор. Сейчас мы сразу зальем. Помидорчик. для Вот красоты. этим, да? Так, подождите, еще сливочки добавим. И сливки. Я вот из дома взяла хмели сунели Мгм. и базилик. Такая. Это вот специи, да? Да. И немножко пасты том-ям. Держите, пожалуйста, миксер. Давайте. Для остроты. Да, ну для пикантности даже Для больше. пикантности. Я люблю всякие вот специи добавлять, такие необычные. Ну, вот Айтал нам поднес соль. Чуть-чуть подсолить. Как без этого, да? Ну да, соль. Чуть-чуть небольших количеств в любом случае всем нужно.
И заливается все. Я так понял, это наша финишная прямая, да? Еще у нас сыр будет сверху. А еще и сыр будет. Сейчас мы натрем сыр, 2 вида сыра. Ага. Сверху все это засыпем. Ну вот и 3 года назад я узнала, что у нас в городе есть мафия. Я пришла в этот клуб и заболела этим клубом раз и навсегда. Вот с тех пор, прошло 3 года практически уже, я не пропустила практически ни одной игры. Ну, этим летом 2 раза по уважительным причинам, просто меня не было в городе. Мгм. Сначала я играла как игрок, потом мне предложили возглавить клуб как администратору. И сейчас я уже руководитель клуба, Руководитель. президент клуба, босс клуба, глава клуба, как хотите, в любом направлении. Главный мафиоза. Да, сейчас я привела клуб уже к тому, что мы вошли в Федерацию спортивной мафии России. Мгм. У нас, получается, идет сейчас подготовка ведущих, обучение судей. Мгм. И мы развиваемся к тому, чтобы привести наш клуб к международным стандартам по полной программе. Мгм. А где в нее еще играют? Играют, в основном вообще эта игра выходит с России, но играют ее по всему миру, Мгм. везде. И сейчас вот, например, у меня игрок улетел в Китай, я позвонила в Китай, он там играть сейчас будет в Китае. Мгм. То есть это же командная игра, я так полагаю? Да, это командная игра, но она командная игра не то, что вы должны к своей командой каждый раз готовиться к Да, бою. выработать стратегию и все прочее. Нет, Нет, да? тут не так, потому что каждый раз, каждая новая игра у тебя будет, будет новая команда. Новые водные данные. Потому что ты приходишь на игру, садишься за стол, и тебе слепым образом раздают карту, и ты только после поднятия карты знаешь свою роль. Да, каждый раз по-другому уже выглядит. Да. Я сейчас смешала 2 сыра. Очень интересный вкус всегда получается, когда несколько видов сыров. Так приятнее. Да, ну я так понял, это мягкие сыры же, да? Это не мягкие, это средние Средние, сыры. ну да, получаются. средние. Не твердые, я имею в Здесь виду у сыры. нас 2 сыра российский и черный принц. Мгм. Черный принц, он немножко такой, как бы слащавый вкус дает, российский нейтральный. Все, теперь до стадии запекания, чтобы немножко появилась корочка на сыре, посмотрите по вашей духовке, и чтобы заливочка запеклась полностью. Ну, я думаю, что это минут 7-8 должно быть. И теперь за кофе. Кофе. Но для кофе нам нужен кипяток, тогда мы сейчас дождемся Да, Ява, чтобы он нам айтал. подготовил чайник. Да. А что вам это в первую очередь дает? Ну, потому что, я так полагаю, там есть и топ-игроки, и, может быть, играете на интерес, либо это Ну, какие-то спорт высших Я для достижений. себя давно это поняла и уже подтвердила это даже вот в интернете, найдя статью, что, оказывается, игроков азартозависимых лечат мафией. Наоборот. Да. Потому что вы рассказываете, да, я вот сейчас немножко вас перебил, то, что по аналогии это... Близко к покеру. Близко к покеру, потому что я сам играю в покер довольно много. И... Но видите, в чем разница между покером и мафией? В том, что покер, вы играете сами за себя, вы Да. не зависите от команды. Нет. А мафия, вы зависите от команды, соответственно, вы несете... Причем рандомно, каждый раз. Да, даже. и вы несете ответственность, потому что если вы подведете свою команду, вы проиграете, и ваша команда вам додаст за это, как говорится. После игры. Ну да, ну Ага. это образно. Так. Ну, то есть можно подвести, Да. если ты И не второй квалифицированный игрок. плюс, и еще третий плюс есть. Второй плюс, то, что мы не играем на деньги, у нас нету страха потерять Что-то. Да, что-то. Квартиры не проигрываются. Квартиры не проигрываются, дома не проигрываются, машины не проигрываются, деньги не проигрываются. И Соответственно, у тебя такой же азарт к игре, но ты ничего не теряешь. У тебя нету страха потерять то, что ты имеешь, как говорится. Мгм. Да? Как, например, в том же покере, в казино и т.д. и Ну т.п. да, можно... Это вот для людей, которые... Вот я азартный человек. Мне нельзя пускать в казино. Я проиграю. А, Ну, я могу выиграть, но меня туда пускать не надо. 50 на 50, Мафия да. для меня это очень хорошее спасение от того, что Отдушина. да, то такая есть душа. выплеск энергии. Еще в какой плюс в мафии? Мы же играем трезвые. Так. Мафия не допускает алкоголя. Мгм. Попасть можно. Это не закрытый клуб.
Нет, это не закрыто, это совершенно легальный, открытый клуб. У нас приходят новички. Вот, например, завтра у меня будет школа мафии. А, то есть для Да, новичков. Да, для новичков мы обучаем, там все. Завтра я буду прямо и городской мафии, и спортивной учить. В субботу вот у нас будет игра «Городская мафия». Это для тех игроков, которые, ну, более такую свободную игру хотят поиграть. Это в пятницу. А в субботу у нас будет спортивная мафия. Это как раз для профессионалов, которые вот там ну, уже которые лапками уже машут. Плюс у нас мы проводим детские мафии. У нас от 5 лет дети играют. У нас детская лига от 5 до 10 стол и от 10 до 16. Плюс мы организовываем разные корпоративы для детей, для взрослых, в школах. выездные Да, ну, эти, да? желательно мы привозим к себе. Мы играем в Galaxy, и мы привозим к себе, потому что у нас уже там удобное место, у нас сформированы столы, у нас все там оборудование. То есть для большинства это приятное времяпровождение. Ну, это не отдушина. просто, это именно азартно, И интересно. азарт, прокачка. Да, это интересно, это прокачка мозга очень сильная. И шанс может выиграть что-то. Какой-то Мы, титул, может быть, какой-то приз. У нас, ну, там есть какое разделение. Например, спортивная мафия, так как это более серьезная мафия, у нас там идет бальная система. Там мы по теории, ну, уже по системе ФСМ, это Федерация спортивной мафии, мы отсчитываем баллы. Победитель каждой игры получает какой-то приз. Плюс у него накапливаются баллы за все игры. Рейтинг. Ну, нет, не рейтинг, а именно бальная система. И когда конец сезона, мы подводим итоги, и в конце сезона лучшие 3 игрока, они получат свои призы. Топ-игроки, да? Да, топ-игроки. А городская мафия, она чуть попроще, так как там идет постоянная смена игроков. Одни пришли, другие ушли. Там кто-то 2 игры поиграл, кто-то 4 игры поиграл, кто-то 10 игр поиграл, Да. кто-то раньше пришел, кто-то позже ушел. Там невозможно вести рейтинговые вот эти баллы. Там мы просто идем системой голосования и шуточной лотереи. Допустим, мы голосуем за лучшего игрока, мы отдаем ему приз, плюс мы разыгрываем какой-то приз лотерейкой, там раздаем карты, кому достанется карта шерифа, тому достается приз. Название само, оно, ну, все-таки немножко же граничит с чем-то уголовным, не очень хорошим. Нет какого-то Нет, специального конечно, но это же все равно прикольнее игровая, все. это же все равно игровая форма. При том, что чем интересно, ну, каждый игрок, который погружается в клуб, он погружается как вот эту игру, да, мафия. Мы не обращаемся друг к другу по именам, по фамилиям, мы обращаемся только по никам. Например, мой игровой ник Мамба. Мамба, Госпожа Мамба. черная. Да, госпожа Мамба. Сначала была бешеная, потом бешеную убрали, осталась просто Мамба. Ага. И ко мне такая обращается. На игре запрещено к игроку обращаться по имени. Ну, то есть надо придумать ник. Да, И нужно. это, скорее всего, какой-то вступительный взнос, да? У нас вступительный взнос, когда ты приходишь на вечер. Вот игровой вечер, он стоит. Там мы... А, допустим, завтра я приду на ознакомительную для новичков, это я прошел и все? Нет, там тоже идет взнос, это, оплата? оплата, но просто она намного меньше, чем за игру. Ага. Ну, за игру какую-то на деньги надо будет заплатить. Я могу огласить, да? Ну да, конечно. Ну, у нас Немножко рекламы. У нас игровой вечер стоит 800 рублей. Ну, божески. За игровой вечер он у нас проходит В покере это одна ставка. от 5 до 10 игр. Обучение у нас стоит 500 рублей. Плюс у нас очень большая система лояльности. У нас каждая 6-я игра бесплатна. Дети до 16 скидка, студентам скидка, на дни рождения бесплатные игры. Приводишь с собой игрока скидка. Там где-то всё, нас ну, то есть- отрекламировала скидка. Короче, у нас вот это вот шар лояльности очень большой. И если игрок, например, хочет, там, ну, студент еще набрать себе бонусов, где-то нас порекламировал, друзей привел, у него там вообще Всё, сумма вот так, да. получается маленькая. Переведи друга и сыграй бесплатно. Ну, Нет, условно. приведи друга, от каждого друга 100 рублей минус Я- от игры. Да, я так условно говорю. Как раз время Айтал нам несет нашу Готова наша запек. запеканочка. Вау. Похоже на пиццу. Да, это принцип пиццы тот же В принципе, самый. та же пицца, да? Да. Только без теста. Без углеводов. Вы пока можете нарезать, а я пока сделаю вкусный кофе. Кофе, да, который, да, Айтал нам принес кипяток. Да. Ну, я кусочек порежу, наверное. Возьмем тарелочки. Мы возьмем обычный домашний кофе, который здесь у всех. Да, не, я хочу проследить, что вы хотите сделать. Как процесс, потому что капучино без молока и сливок это что-то не то. Кипяточек.
Яйцо мытое. Мытая, обязательно мытая. Это у нас стевия. Земляника нарисована. При желании. Чуть-чуть подсластить, да? Ой. Пробуйте. Немножко узкий стакан, у меня блендер до конца не проходит вниз, поэтому пенка не очень высокая. Ну, можно уже пробовать. Можно пробовать. Действительно. Похоже на кофе. Похоже на кофе. И получается какая-то такая полезная полезность. Лариса, еще забегая чуть-чуть вперед, про ваши многочисленные увлечения. Я знаю, что вы, я вчера новое слово узнал, тангер. Да, я занимаюсь танго индивидуально с тренером. Это моя была мечта вообще с юности. Я всегда мечтала заняться танго, но я не могла в Якутске найти себе тренера. Теперь я нашла себе тренера. Я хожу в клуб Quick Step к Дмитрию. Мы индивидуально с ним занимаемся, танцуем. Вот с мая месяца у нас очень хорошо получается. Мы готовимся к тому, что мы где-нибудь будем выступать потом в будущем. Ну, это мне очень нравится. Это очень красивый сексуальный танец. Вообще, да. Ну, и всегда люблю добавлять, что танго – это вертикальное воплощение горизонтальных желаний. Да. Да, так и есть же, да? Да, а еще вы еще и экстремальные виды спорта, вело. Да, я велер, я катаюсь полгода, ну, где-то с апреля по ноябрь я катаюсь на велосипеде. А также у меня свой САП, я катаюсь на САП. САПе. Я, Вот это? я обшарила, да, я всю реку Лену в наших окрестностях, от Табаги до Якутска, была везде. Также я Значит, и плавать умеете? хорошо плаваю, организовываю сплавы по Амге, вот на Амгу таскала с собой САП. Так что я всегда везде и в спорте. И пластинки начали крутить. Пластинки Диджей. это тоже такая отдельная тема. Ну, и человек увлекающийся, как обезьяна с гранатой, хочу все. К нам приезжал тут шикарный диджей, МС, он в Сочи, Морфей. И я посмотрела, как он ведет дискотеку, и я влюбилась в это действие. Я обычно так, ну, у меня нет, я не фанат кого-либо, но я была фанат его работы. Я захотела учиться. И я уже... Сводить пластинки. Да. Я уже год потихоньку занимаюсь. У меня учитель диджей Казанова. Я к нему приезжаю домой, мы сидим потихоньку крутим. У меня, конечно, не очень хорошо получается, я плохой музыкант, но мне это нравится. И я пробую, я учусь. Ну, то есть вы действительно, да, увлекающийся человек, да? Лопаточкой, вот. Она сильно мягкая и тяжело. Ну, в принципе, Ничего, возможно. вот. Блюдчики. Ой. Ой. Это вам. Это мне. Друзья, посмотрите, пожалуйста, вилочки, ложечки. Приятного аппетита нам. Давайте пробовать, что у нас получилось. Давайте. Как правильно назвать это блюдо? Запеканка? Наверное, ближе к запеканку. Киш без бортов. Пицца без теста. Как угодно, да? Как вам? Здорово. Это хороший завтрак для выходного дня, я считаю. Сытный, вкусный, полезный. Так как я питаюсь не более 2 раз в день, у меня интервальное голодание, да. Мне вот такой завтрак, и до следующего дня можно и не кушать. Можно вот так делать, да?
Ну что ж, нам подсказывают, что наше время подходит к концу. Лариса, спасибо вам за беседу большую. Вам И спасибо у нас большое. такая добрая традиция, пожалуйста, вот на эту камеру, да, пожелания для наших телезрителей. Ой, всем желаю, ну, во-первых, следить за своим здоровьем с молоду, за своим телом с молоду. Особенно девчонкам желаю, потому что у нас многие считают так, что потом. Вот никогда не откладывайте на потом. Всегда старайтесь продумать заранее, что вас ждет в будущем. Поэтому, если вы с юности подготовите свое тело, как говорится, к старости, вы и до старости будете молоды и красивы. Мне 51 год, как видите, цвету. Считаю, что прекрасно выгляжу для своего возраста. И это все заслуга спорта, здорового питания, энергичного образа жизни. Не надо спать, валяться дома. Делайте, двигайтесь, живите, и тогда будет все у вас хорошо. Всем спасибо. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была спортсменка, комсомолка, красавица, Активистка. парикмахер, активистка, тангер, директор мафии города Якутска Лариса Соколова. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Петр Цупандин, программа «Просто вкусно». Будьте здоровы и кушайте правильно, здорово и просто Просто вкусно. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. Спасибо.